Вы будете здоровы. Я просто скажу здравствуйте после меня, да? Да. Я скажу здравствуйте, уважаемые коллеги. Вы тоже скажите здравствуйте, да? Угу. Начинаем первое собрание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Начинаем первое собрание Республиканского методического объединения учителей математики. Мы рады вас всех видеть. Желаю вам всем успехов в этом учебном году. Тема сегодняшнего заседания – актуальные вопросы по теме ОГЭ и ЕГЭ по математике в 2019-2020 годах. На повестку собрания у нас выносятся следующие вопросы. План работы нашего Республиканского методического объединения учителей математики в текущем учебном году. Второй вопрос. Результаты основного государственного экзамена и единого государственного экзамена по математике в школах Республики Коми в 2019 году. Третий вопрос посвящен особенностям контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена по математике в 2020 году. И на четвертый вопрос мы вынесли следующий материал из опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике. Рассмотрим план работы нашего методического объединения на текущий учебный год. Значит, мы предлагаем вам ознакомиться с теми вопросами, которые мы вынесли для обсуждения. Но тема первого заседания, вот она как раз именно сегодняшняя, уже представлена перед вами. Обратите внимание на тему заседания номер 2. Мы ее определили как индивидуальный итоговый проект учащегося, как форма внеурочной деятельности. И ориентировочно дата заседания назначена на 31 января 2020 года. Представлены предварительные вопросы, которые мы предлагаем для обсуждения. Например, такие как тематика проекта, требования к его выполнению. Может быть, кто-то пожелает рассказать об этом, какие темы пишут их учащиеся в школе. Из опыта работы учителя по сопровождению проекта, учащегося по математике. Это очень актуальные вопросы, которые волнуют на сегодняшний момент учителей. Поэтому мы предлагаем вам, если у вас есть возможность поделиться этим опытом и рассказать о нем, то мы вас приглашаем к участию. На третьем заседании, которое у нас планируется ориентировочно на 17 апреля 2020 года, или около того времени, значит, назвали мы так: «Пути реализации концепции развития математического образования в Российской Федерации». Для обсуждения вынесли следующие вопросы, такие как популяризация математических знаний во внеурочной деятельности. Из опыта работы по подготовке учащихся к олимпиадам по математике. Мы уже затрагивали такой вопрос в предыдущих годах, но он все равно интересует учителей, поэтому мы продолжаем делиться опытом. И о создании условий для развития математических способностей. Приглашаем всех желающих выступить на заседаниях лично, и поэтому ждем от вас предложений. Напоминаем наши контакты. Значит, Генкулова Ольга Васильевна и Косолапова Светлана Васильевна, как раз руководители Республиканского методического объединения учителей математики. Здесь представлены адрес электронной почты. Пишите, мы будем ждать ваши предложения. Если их не будет, то хотя бы приходите в качестве участников на наши заседания очные. Сейчас мы переходим к вопросу номер 2. Расскажет нам о нем Светлана Васильевна. Результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике в школах Республики Коми в 2019 году. Здравствуйте. Итак, давайте мы с вами сначала посмотрим результаты основного государственного экзамена, проводившегося 9 классов. Итак, всего участников в этом году 9131, участников с ОВЗ 40 учащихся. Отметку 2 получили 497 человек, что составляет 5,44%. Так, отметку 3 получили 46%, 4 – 41%, чуть более 41%, и оценку 5 – 7%. Средний балл в этом учебном году составил 3,5.
Значит, следует отметить, что экзаменационная работа 9 класса состоит из двух модулей: алгебра и геометрия. В каждом модуле две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях. При проверке базовой математической компетентности обучающиеся должны продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания математических понятий, их свойств, приемов решения задач, умение пользоваться математической записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших практических ситуациях. Часть 2, модуль алгебра и геометрия, направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный контингент профильных классов. Эти части содержат задания повышенного уровня сложности из различных разделов курса математики. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания расположены по нарастанию трудности от относительно простых до сложных, предполагающих свободное владение материалом и хороший уровень математической подготовки. А теперь давайте посмотрим, пройдемся по заданиям, как ребята справились в процентном соотношении. Итак, средний процент выполнения заданий раздела алгебра составляет около 70%. Значительная часть выпускников справились с заданиями, связанными с практическими навыками. Это задания 1, 2, 3, 5, 8. Средний процент их выполнения составил примерно 87%. Наибольшие трудности вызвали задания 11, 12, 13 и 14. 11 задание – это нахождение суммы n первых членов геометрической последовательности, заданной рекуррентным способом. Средний процент выполнения составляет 36%. Задание 12 – это преобразование алгебраического выражения и нахождение его значения. Средний процент выполнения составил около 43%. Задание 13 – это использование физической формулы для вычисления заданной величины. Процент выполнения составил 58%. Задание 14. Графическая интерпретация решения квадратного неравенства. Процент выполнения примерно 59%. Средний процент выполнения заданий раздела геометрия составил 65,38%. Наибольшие трудности у обучающихся возникли при выполнении следующих заданий. Задание 17. Это определение длины радиуса окружности, описанной около квадрата. Процент выполнения 47%. 19 задание – нахождение тангенса угла, изображенного на рисунке. Процент выполнения 52,46%. Посмотрим результаты. Государственная итоговая аттестация, 11 класс. Значит, математику базовый уровень по Республике Коми выбрало 2214 человек. Это 46,45%. Профильный уровень 2393 человека. Это 50,85%. Так, математика базовый уровень. Оценку 5 получили 42,16%. Такой же показатель, отметку 4, отметку 3 15% и не справились 0,68%. Средняя отметка 4,26%. Математика профильный уровень. Не преодолели минимальный балл 66 человек. Средний тестовый балл в этом году составил 55,50. Так, баллы получили от 81 до 99 135 учащихся и 100 баллов трое учеников. Так, давайте посмотрим в разрезе по заданиям. Так, по математике базовый уровень. Задания базового уровня проверяли умения выполнять вычисления и преобразования, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности,
строить и исследовать простейшие математические модели, выполнять действия с функциями, выполнять действия с геометрическими фигурами. Высокие средние показатели успешности, то есть выше 80%, продемонстрированы при решении заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14. Если сравнивать эти показатели с результатами 2018 года, то следует отметить, что в 2019 году в этот список попало задание третье. Это простейшая задача на проценты. Показатель вырос с 73 до 89%. Пятое задание – это задание на вычисление иррационального выражения. В 2018 году показатель составлял 75,6%, в 2019 году составил 87,44%. 14 задание – это чтение графиков, определение интервалов монотонности и знака постоянства функции. В этом учебном году показатель составил 88,35% против 60% в прошлом году. В этом году из разряда высоких средних показателей исключены такие задания, как седьмое – решение простейшего логарифмического уравнения. В прошлом году показатель составил 87%, в этом учебном году 58%. Восьмое задание – геометрическая задача прикладного характера на плоские фигуры. Также показатель снизился по сравнению с 2018 годом. В этом году составил около 80%. Десятое задание – это простейшая задача на нахождение вероятности. Также показатель в этом году снизился до 68%. Участниками ЕГЭ, не справившимся с выполнением экзаменационной работы, в целом высокий уровень успешности показан при решении заданий 9, 12. К среднему уровню успешности относится выполнение следующих заданий. Седьмое задание – это решение простейшего логарифмического уравнения. В этом году показатель составил около 60%. Восьмое задание – геометрическая задача прикладного характера, около 80%. Десятое задание – простейшая задача на нахождение вероятности, показатель составил 68%. 15 задание – задача на решение прямоугольных треугольников, показатель составил 50%. 16 задание – задача на вычисление объема фигуры, показатель составил примерно 70%. 17 задание – задание на решение неравенств, показатель составил примерно 75%. 18 задание – задание на исследование математической модели, показатель составил 76% приблизительно. И 19 задание – показатель составил 73% примерно. Математика профильный уровень. Средний тестовый балл экзамена по математике составил 55,50. Увеличение среднего тестового балла на 7%, в прошлом году он был 48,11, обусловлено особенностями проведения экзамена. То есть участники могли сдавать экзамен только по одному из уровней – базовому или профильному. Это привело к более взвешенному подходу со стороны выпускников к выбору сдаваемого уровня, поэтому показатель повысился. Высокие средние показатели успешности участники экзамена продемонстрировали при решении следующих заданий. Это первое задание, справилось с ними около 93%. Второе задание 94%. Третье задание почти 90%. Четвертое задание 90%. Пятое задание 92%. И десятое задание 88%. Данное задание проверяет умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, строить и исследовать простейшие математические модели, решать уравнения, решать простейшие задачи по планиметрии. Остальные 6 заданий с кратким ответом – это 6, 7, 8, 9, 11, 12
на проверку умения выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами, выполнять действия с функциями, выполнять вычисления и преобразования, строить и исследовать простейшие математические модели. Со средним показателем успешности на среднем уровне результат составил 79%. Традиционно успешность выполнения заданий с развернутым ответом является более низкой по сравнению с заданиями с кратким ответом. Наилучший результат успешности среди заданий повышенного уровня имеет задание 13. Средний процент выполнения составил почти 40%. Далее по уровню успешности следует 15 задание, это логарифмическое неравенство. Средний процент выполнения примерно 18%. На третьем месте по уровню успешности среди заданий с развернутым ответом это 17 задание. Средний процент выполнения составил 12%. Средний процент успешности выполнения 14 задания стереометрия 4%. Невысокий также показатель имеет 16 задания, 1,53%. В прошлом году 5% справилось с этим заданием. Показатель понизился. Задания высокого уровня сложности традиционно имеют низкую успешность выполнения. Это 18 заданий параметры. Показатель составил примерно 4,6%. В прошлом году показатель составил 0,81%. В этом году, как вы видите, показатель чуть увеличился. Задание 19. В этом году 2,27%, в прошлом году 1,1%. Увеличение средних показателей задач 18-19 по сравнению с 2018 годом обусловлено более простыми стандартными условиями. Традиционно практически у всех участников ЕГЭ проявляется доминирование знаний по алгебре над знаниями по геометрии. Ну вот, как бы мы вам привели вот небольшую вот такую статистику, для того, чтобы вы при подготовке к итоговой аттестации обратили внимание на те задания, где в основном, в принципе, западают, какие темы западают, и чаще всего, как правило, это одни и те же темы у всех учеников. Так, спасибо. Мы переходим к следующему вопросу. Так, рассмотрим особенности контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена по математике в 2020 году. Наверное, те учителя, которые уже работают сейчас в 9 классах, об этих особенностях уже узнали, потому что уже идут первые тренировочные тесты, подготовка учащихся. Скорее всего, это будет информация для тех, кто не работает в 9 классах и, ну, может быть, не в курсе тех изменений, которые нам вот приготовлены. В 2020 году все выпускники 9 класса будут сдавать государственные экзамены по обновленным контрольно-измерительным материалам. Речь идет об основном государственном экзамене. Первые 5 заданий – это будет совсем новый вид заданий. И особенность его в том, что перед первым заданием дается рисунок или схема. Ну, в предлагаемых вариантах, которые можно сейчас пронаблюдать, это план участка на клетчатой бумаге и текст к нему. Все 5 заданий будут связаны и с рисунком, и с текстом. Задачи моделируют жизненные ситуации. Ну вот пример рисунка, который будет предлагаться детям, вот вы видите на экране. Он похож на схему, здесь какое-то описание дается, вот оно пойдет у нас дальше. Описание рисунка достаточно большое, как вы видите. Здесь нужно проявить умение читать, извлечь из текста информацию, понять чертеж, ну вот, например, даже определить объекты, которые изображены на чертеже, и правильно ответить на задачи, которые вот вы можете наблюдать на следующем слайде. Первая задача очень легкая, остальные связаны с небольшими расчетами, которые нужно выполнить, рассматривая рисунок. Подобные задачи близки к тому, что раньше называлось реальной математикой.
А задания номер 3 и номер 4 не обозначены как геометрические, но их вполне можно считать практическими заданиями из геометрии. Ну, как вот говорят, то есть взято мнение из интернета, все задания нельзя назвать тут сложными, но определенно здесь понадобится и внимание, и довольно большое количество времени. А также очень важное умение – это смысловое чтение, то есть внимательно читать текст, рассматривать рисунок, ну и, соответственно, вот это нужно в учащихся у нас развивать, потому что как раз дети сейчас очень многие невнимательны и могут, например, не выполнить такие простые задания только вот из-за такого недостатка. В первых 4 заданиях необходимо, получается, дать ответ на основе изображения, а в 5-м задании нужно выполнить вычисления. Ну и, например, 5-я задача, более такая, занимает больше места на листе, может выглядеть примерно вот таким образом. Похожая задача была, наверное, в ЕГЭ, да, наблюдалась, где нужно просчитать, ну, более экономный вариант использования какого-нибудь там оборудования или выполнить ремонт или выполнить какие-то еще работы и посчитать, вот, что будет более выгодно. В целом, делая вывод по данным, рассматривая вот эти вот демонстрационные варианты ОГЭ 2020 по математике, можно сделать вывод, что они не стали сложнее. Задания 1 и 4 даже стали проще, однако для их решения нужно изучить схему и вдумчиво прочитать пару абзацев текста. Задание 5 стало более трудоемким, чем прежнее, но с точки зрения математики оно все же считается несложным, так как там особых каких-то таких знаний не требуется. В основном экзамен остался без изменений, ну, хотя там отмечается, что, например, изменились номера заданий, немножко что-то передвинулось, количество заданий по геометрии стало, по-моему, 5, да? Ну, это уже не столь важно для того, чтобы сделать вывод, что очень сильно и кардинально изменился сам текст контрольно-измерительных материалов. Далее мы переходим к 4-му вопросу. Своим опытом подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике также поделится у нас Светлана Васильевна. F5, Shift. Объективно, что математика является одной из самых сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у многих учащихся. В то же время есть дети, которые имеют явно выраженные способности к этому предмету. Возникает вопрос, как сделать так, чтобы каждый ребенок наиболее полно раскрыл свой потенциал и был успешен на итоговой аттестации по математике. Таким образом, перед учителем стоит проблема создания системы по подготовке к итоговой аттестации по предмету, направленной на повышение качества образовательных результатов учащихся. Главная роль в этом отводится учителю, так как именно он выстраивает маршрут подготовки по экзамену. Я представлю вашему вниманию некоторые рекомендации, дидактические методы, используемые при подготовке к итоговой аттестации в своей педагогической деятельности. Конечно, у каждого учителя система подготовки своя, но какие-то, наверное, основные, главные моменты все равно они схожи и должны присутствовать. Основное связующее звено в системе подготовки к итоговой аттестации – это планируемый результат. В чем же он выражен и где он прописан, мы можем найти в рабочей программе и кодификаторе. Подготовка к итоговой аттестации включает в себя психологическую готовность, эффективное изучение и повторение материала, внеклассную работу, коррекционную работу. Так, немного остановимся на психологической готовности. Психологическая готовность – это один из факторов, определяющих успешность в сдаче экзамена. Поддержать ребенка значит верить в него, создать у него установку «ты сможешь это сделать, у тебя все получится». Только надо захотеть, только надо замотивировать ребенка, да, что-то нужно, что-то важно. В этом направлении необходимо познакомить ребят с возможными способами деятельности при сдаче экзамена, с основными способами снижения тревоги в стрессовой ситуации, отработать навыки уверенного поведения, развивать навыки саморегуляции,
познакомить с процедурой проведения экзамена, научить правильно заполнять бланки. Если он как бы будет всем этим владеть, то на экзамене он будет себя чувствовать уже ребенок более спокойно. Основной формой реализации рабочей программы является урок. Урок необходимо выстраивать от планируемых результатов, достижение которых осуществляется при изучении и повторении материала. Через что можно осуществлять повторение материала? Через сквозное повторение, проведение уроков систематизации и обобщения знаний, консультации. Они могут быть как групповые, так и индивидуальные. Внеурочная работа и коррекционная работа. Также это главные аспекты при подготовке к итоговой аттестации. Таким образом, система подготовки к итоговой аттестации основана на 3 составляющих. Это качественная реализация стандарта, качественная подготовка к итоговой аттестации и коррекционная работа. Итак, некоторые подходы подготовки к итоговой аттестации. Например, как можно работать с кодификатором. Целесообразно начинать подготовку к экзамену, начиная с 5 класса. Начиная подготовку, необходимо сделать разграничение планируемых результатов в разрезе по классам. То есть распределить планируемые результаты, проверяемые элементы содержания в разрезе по классам. То есть в календарно-тематическом планировании прописать по каждой теме, какие вопросы надо повторить, то есть осуществить сквозное повторение. Существуют различные приемы обобщающего повторения и систематизации знаний. Сквозное повторение может быть организовано, например, на уроке в форме 5 минуток устного счета. И использовать устную работу можно на разных этапах урока. Например, на этапе изучения текущего учебного материала можно включать вопросы, соответствующие экзаменационным заданиям. Так, например, здесь перевести обыкновенную дробь в десятичную, а десятичную обыкновенную. Мы знаем, что это необходимо, данное умение необходимо при выполнении действий с рациональными числами, а также представлять ответ в форме десятичной дроби. Значит, есть вопросы, связанные с чтением графика, знанием свойств функций. Также можно использовать это задание при изучении темы линейная функция, прямая пропорциональность. Так, значит, вот это задание также можно использовать в ходе повторения понятия функция, виды функций. Так, значит, данное задание можно использовать при изучении квадратичной функции, график квадратичной функции. Так, значит, из заданий можно использовать домашних заданий, то есть материалы КИМов. Включать экзаменационные задачи можно в содержании текущего контроля, например, в контрольные, проверочные работы. Важно детей научить правильно оформлять решения задач. Особенно это касается задач повышенной уровня трудности, то есть это 21 задание и выше. И вот здесь, посмотрите, можно дать задание такое, как «найди ошибку». То есть это как бы предупреждение, к ошибке, предупреждение ошибки. Также можно в качестве повторения теоретического материала составлять опорные конспекты, интеллект-карты различные. Можно для работы в паре можно ученикам заранее дать такое задание, чтобы ребята предварительно дома подготовили, предположим, сорбонки, на которые записали, например, формулы важные, и затем на уроке ребята задают друг другу вопросы, то есть таким образом проверяют знание формул. Естественно, применение групповой работы. Часто можно использовать парные работы. Так, для того, чтобы строить работу дифференцированно... Так, извините, немножко запуталась. Так, вот это тоже задание, значит, 20-е задание на выбор верного утверждения. Так, на это немного уходит времени, можно все это также закодировать, и быстренько проверить
умение выбирать верное утверждение. Для того, чтобы проводить дифференцированную работу, в классе целесообразно выделить 3 группы детей. Первая группа – это учащиеся претенденты на получение высоких баллов. Вторая группа – учащиеся, которые справятся с заданиями базового уровня и более сложными заданиями. И третья группа – группа риска, учащиеся, которые должны справиться с заданиями базового уровня и получить на экзамене отметку 3. Ну и в зависимости от группы составить индивидуальные образовательные маршруты, по которым ребята будут готовиться к итоговой аттестации. Ну, таким образом мы с вами подошли к коррекционной работе. Коррекционная работа, она состоит из анализа пробелов и создания индивидуальных образовательных маршрутов, анализа типичных ошибок на экзамене за прошлые годы. Ну вот здесь я привела пример. Например, можно составить индивидуальную диагностическую карту. Так, значит, посмотрите, выбрать согласно кодификатора одну тему, числа и вычисления. Так, какие умения должны быть сформированы по данной теме. И затем данные умения отрабатывать с ребенком. И потом дать самостоятельную работу для того, чтобы проверить, достиг он это умение или нет. То есть в этой диагностической карте мы уже можем фиксировать результаты. И ребенок может и родитель может видеть, научился он или не научился. И также при подготовке к итоговой аттестации использовать интерактивную обучающую среду через интернет, ресурсы, пособия, имеющие гриф VP. Внеурочная работа заключается в проведении элективных курсов. Ну, например, я проводила элективные курсы по темам «Графики нам улыбаются», где как раз мы отрабатывали 23 задание ОГЭ 9 класс, и элективный курс по теме решения практикоориентированных задач. Значит, здесь мы рассматривали задачи, 22 задание. Это математика, 9 класс. Ну вот, я думаю, что, наверное, все как-то проводят. Ну, это самые, наверное, распространенные и эффективные способы подготовки к итоговой аттестации. Так, большое спасибо, Светлана Васильевна, что поделились своим опытом. К сожалению, у нас больше никто не пожелал принять участие в первом заседании. Поэтому мы просим всех желающих написать нам и предложить, может быть, свои какие-то темы или поучаствовать в тех, что предложили мы для участия в дальнейших наших собраниях. На этом наше собрание мы завершаем. Кстати, у нас сегодня в студии присутствуют тоже 2 зрителя, мы очень рады им. Давайте до новых встреч. Встретимся уже в следующем заседании, уже в новом году, 2020. Всем спасибо, до свидания.